Национально-освободительная борьба кыргызского народа. Андижанское восстание вошло в историю как самое крупное народное движение конца XIX века в Средней Азии. Основными причинами восстания послужили колониальная политика царизма, усиление социального и национального гнета, произвол, насаждаемый русской администрацией в отношении местного населения. В восстании участвовали представители кыргызской, узбекской, таджикской национальностей, различные социальные слои населения. Закономерно, что это восстание было возглавлено служителями религии с ортодоксальными лозунгами и призывами. Основная часть населения этого региона на протяжении веков исповедовала ислам, который глубоко внедрился в сознание народа. Все участники восстания причисляли себя к мусульманам, поэтому нет никаких оснований рассматривать восстание как реакционное движение. Восстание было направлено на защиту интересов и чаяний основной массы населения. Оно носило национально-освободительный характер. Андижанское восстание вспыхнуло в мае 1898 года. 17 мая под вечер в кишлаке Таджик собралось около 200 узбеков и кыргызов. Возглавил их ишан этого селения Мадали Дукчи. Идейным руководителем этого восстания был Зайдин Максымулу. Восставшие двинулись к Андижану, перерезая на пути телеграфные провода, соединявшие город с округами. К ним присоединились жители кишлаков Кучту, Каракоргон и другие. Вскоре число восставших достигло 2000 человек. Около 3 часов ночи повстанцы вошли в Андижан и напали на лагерь 20-го туркестанского линейного батальона, где располагалось 2 роты. Но силы были неравными. Вооруженными палками и серпами толпа была рассеяна хорошо подготовленными и вооруженными русскими войсками. В ожесточенном сражении было убито свыше 20 царских солдат и офицеров, но и повстанцы понесли большие потери. Перейдя Карадарью, они отошли к Хакимабаду. В селе Чербак, расположенном в 90 верстах от Андижана, предводитель повстанцев Мадали был взят в плен и 12 июня 1898 года повешен. Однако восстание не утихло и распространилось в Ферганскую долину. Активное участие в нем приняло население Андижанского, Маргаланского, Ошского и Наманганского уездов. Для подавления восстания использовались многочисленные специальные отряды всего Туркестанского военного округа. Было арестовано 777 человек, 415 привлечены к судебной ответственности. Повешено 18 человек. 362 приговоренным смертную казнь заменили длительными сроками каторги. Несмотря на поражение, это восстание было первым проявлением народной борьбы против колониальной националистической политики, насаждаемой царизмом в Туркестане. Это была борьба народа за независимость. Поражение не смогло затушить начавшиеся в массах свободолюбивые брожения. Восстание 1916 года. Русификация Туркестана как основа колониально-националистической политики к началу XX века все более усиливалась. Наглядным примером служит циркуляр генерал-губернатора региона от 31 октября 1911 года, в котором всем губернаторам областей предписывалось: местное население интересует нас в качестве материала для выполнения в будущем работ русских крестьян, поэтому необходимо впитать им в кровь почитание всех русских. Если кто-либо не пожелает подчиниться, то лишится земли и будет влачить нищенское существование, или же Россия распрощается с ними. Одной из основных причин восстания было массовое переселение крестьян из России и усиление произвола при их расселении. На кампанию переселения русских крестьян из центральных областей только за период 1896-1916 годов было затрачено 237 миллионов 310 тысяч 236 рублей. В 1916 году русским составляющим процентов населения Туркестана было выделено 57,7% пригодных для возделывания земель. Что же касается местного населения, составлявшего 94%, то им было оставлено всего 42,3% земель. Начавшаяся в 1914 году Первая мировая война, в котором принимала участие Россия, легла тяжким бременем на плечи бедствующего населения и без того угнетенного колонизаторским режимом. Трудности, выпавшие на все народы, не обошли и кыргызов. Они посылали на фронт деньги, одежду, лошадей для кавалерии. Указ царя от 25 июня 1916 года о привлечении туркестанских народов к военно-оборонительным работам мужчин с 19 до 23 лет вызвал волну негодования у людей, с трудом переносящих гонения на родной земле, унижение и двойной гнет. По велению царя предписано было мобилизовать по областям Туркестана: Сырдарьинской – 60 тысяч, Самаркандской – 32,5 тысячи, Ферганской – 51 тысячу, Джетысуйской – 43 тысяч человек. Доведенный до отчаяния колониальными притеснениями, народ был вынужден подняться с оружием в руках на открытую освободительную борьбу.
Восстание, начавшееся 4 июля 1916 года в городе Хаджен Самаркандской области, быстро распространилось на Сырдарьинскую и Ферганскую области. В июльском восстании в Ферганской области активно участвовали и кыргызы. Жители Андижанского уезда в открытую отказались выполнять царский указ, уничтожали специальные мобилизационные списки, совершали нападения на представителей власти и царских чиновников. Горные кыргызы Каканского и Наманганского уездов тоже приняли активное участие в восстании. Восстанием в Наманганском уезде руководил Таласбай Алыбаев. Освободительное движение распространилось в долинах Китмен-Тюбе, Чаткала, Тогусторо. Восстание в Волжском уезде началось в начале июля со сходки у подножия Сулайман-горы. 10 тысяч недовольных людей. Острый характер носило Узгенское восстание. Уже к началу августа большая часть юга Кыргызстана была охвачена восстанием. Восстание на севере Кыргызстана характеризовалось особой остротой и динамичностью. Здесь оно проходило на уровне вооруженных столкновений с оснащенным современным оружием царскими войсками. Вместе с кыргызским народом в восстании приняли участие большинство проживавших в округе представителей других национальностей – казахи, уйгуры, дунгане и другие. Начальная сходка, в которой участвовали представители различных национальностей, живших в Жетысуйской области, проходила 10 июля в местности Каман-Каракай, близ Каркаринской ярмарки. На сходке было принято решение в армию людей не давать, если понадобится, с оружием в руках встать на борьбу против царской власти. Восстание, начавшееся в июле, в августе набрало силу. Одними из первых в Северном Кыргызстане на путь вооруженной борьбы встали кеминские кыргызы. Предводителем и ханом восстания был провозглашен Манап Макуш Шабдан-Улу. Это было связано с укоренившейся в сознании людей традицией, когда нужно было выбрать хана или предводителя из среды феодальной верхушки. Большинство родовитых людей, испытавших на себе притеснение колониальной политики, в трудное для народа время были на его стороне. 8 августа поднялось население близлежащих Токмокуаилов. 9 августа предводительствуемый Ибраимом Тюле-Улу небольшой отряд повстанцев устроил засаду на Сыкульском тракте и захватил обоз со 178 винтовками и более 30 тысячами патронов. В это же время повстанцы из властей Сарыбагыш и Атаке взяли в осаду село Новороссийское и казачью станицу Самсоновку. К середине августа восстание охватило 12 властей Пешпекского уезда, региона Иссыкуля и Таласа. В восстании активно участвовали и кыргызы Тенир-Тоо. Кочкорская долина стала центром восстания этого региона. Повстанцы подняли на Белом войлоке Болуша Каната Убуке-Улу и провозгласили его ханом-предводителем, дав клятву послушания. Хан с 3000 воинов, вооруженных 30-40 бердянками и фитильными ружьями, а в основном копьями и топорами, в начале августа через Шамшинский перевал спустился в Чуйскую долину. Войско Каната, рассыпавшись по Чуйской долине, подвергло резне окрестные русские села. Повстанцы вначале захватили Старый Токмок, а с 13 по 22 августа осаждали большой город Токмок. Однако, понеся большие потери от подоспевших из Верного и Ташкента 1600 русских солдат, повстанцы не удержались и вынуждены были отступить. Восстание в Иссыкульской котловине тоже отличалось большой остротой и напряженностью. Начавшись 5 августа, уже через 5 дней оно охватило всю котловину и достигло Каркыры. Участвующие в каркыринских событиях кыргызы, казахи, уйгуры, дунгане разгромили на территории ярмарки более 500 магазинов и лавок. Объединенные силы кыргызов и дунган 11 августа штурмовали Каракол. 13-14 августа в числе восставших активно проявили себя сарт-калмаки, населявшие аилы Челпек и Борубаш. Подавление восстания – историческое значение восстания. Царское правительство, опасаясь распространения восстания по всему Туркестану, отозвало из действующей армии генерала Куропаткина и назначило его генерал-губернатором Туркестанского края. 17 июля 1916 года в Туркестане было введено военное положение. Приказом военного министра в округ было направлено 11 батальонов и 3300 казаков. Царское правительство уже к концу июня сумело подавить основные волнения в Сырдарьинской, Самаркандской и Ферганской областях. В Жетысуйской области обстановка по сравнению с вышеназванными районами была более сложной, так как на ее территории переселенцев оказалось больше и, следовательно, притеснение местного населения тоже. А вопросы воды и земли приобрели непримиримо острый характер. Восстание в Жетысу началось позже, когда в других областях оно уже было подавлено. Поэтому власти на подавление смуты в Жетысу бросили все карательные силы Туркестана. В подавлении восстания в Жетысу в общей сложности участвовало 6530 хорошо вооруженных военнослужащих Туркестанского военного округа, из них 1105 кавалеристов.
Позже, по приказу военного министра, с фронтов Первой мировой войны дополнительно прибыли 2 казачьих полка, 240 конных разведчиков, вооруженных 16 орудиями и 47 пулеметами. Кроме того, еще до развертывания событий, как уже говорилось, 43% крестьян-переселенцев было вооружено. 15 августа 1916 года военный губернатор ДжТСУ Фильбаум дал указание организовать для подавления восставших конные и пешие дружины из числа русских крестьян. Чтобы повысить оперативность карательных мер против бунтовщиков, генерал-губернатор Туркестана Куропаткин 12 августа 1916 года отдал приказ о создании временных военно-полевых судов. Для русских войск не составляло большого труда подавить стихийно восставший народ, вооруженный вилами, косами, дубинами, дедовскими саблями, пистонными ружьями и лишь кое-где винтовками. Русско-казачьи отряды, отлично вооруженные, обученные военной тактике, с особой жестокостью и циничностью громили возникшие на территории Кыргызстана очаги восстания. В конце августа близ Каракола произошли последние крупные сражения между повстанцами и карателями. 21 августа около 4000 восставших двумя левым и правыми крылами несколько раз атаковали врага. В Тюбском сражении 28 августа участвовало более 7000 повстанцев. К сентябрю, если не считать мелких стычек с карательными отрядами, восстание было в основном подавлено. Царское правительство давало прямые указания безжалостно подавлять восставших, карать и уничтожать местное население, грабить и сжигать аилы. Переселенцам было разрешено восстанавливать потери, понесенные ими в результате восстания, за счет скота и имущества бунтовщиков. Военно-полевые суды безоговорочно приговаривали участников восстания к расстрелу и немедленно приводили приговоры в исполнение. Карательные отряды и помогавшие им крестьяне-переселенцы подвергали беспощадной резне не только повстанцев, но и принимавших участие в восстании мирных людей, стариков, женщин, детей. Например, свыше 500 кыргызов из села Беловодское по обвинению в участии в мятеже были заперты в сарай, а на следующий день зверски убиты. То же самое произошло на Иссыкуле в селе Теплоключенко. Там было убито около 500 человек. Более 100 человеческих трупов брошено в речку Аксу. В городе Прижевальске из 700 местных дунгах в живых осталось только 6 человек. Спасаясь от уничтожения, кыргызы в конце сентября начали беспорядочный исход в Китай, бросая родные земли, скот и имущество. Растерянных, разобщенных людей, несущих на себе нехитрый скарб и гнавших оставших от разграбления скот, настигали карательные отряды и дружины крестьян-переселенцев, подвергали издевательствам, грабежу и безжалостно уничтожали на месте. Исход пришелся на зимнее время. Многие бежавшие замерзали на заснеженных, покрытых льдом перевалах, сорвались в пропасти, умерли от голода. По китайским сведениям, из области ДжТСУ бежало 332 тысячи человек, из них 130 тысяч кыргызов. В восстании 1916 года население Северного Кыргызстана сократилось на 41,4%. Таким образом, национально-освободительная борьба кыргызского народа потерпела поражение и была жестоко подавлена. Однако, несмотря на неудачу, восстание имело большое историческое значение. Царское правительство встретило отпор со стороны местного населения. Люди различных национальностей стали понимать, что только объединенными усилиями можно бороться с национальным гнетом. Восстание 1916 года явилось не только крупным национально-освободительным движением в Кыргызстане, но и стало одним из самых значимых событий в общественно-политической жизни кыргызского народа. Наряду с кыргызами в восстании приняли участие и другие представители местных народов. Несмотря на поражение и жестокое подавление, восстание в значительной мере пошатнуло и ослабило колониальный режим в туркестанском регионе. Народные массы получили небывалый опыт борьбы за свободу. Эта борьба кыргызского народа за родную землю, справедливость и независимость стала одной из страниц истории Кыргызстана.